Программа торжеств насыщенная и разнообразная. Власти Коми постарались сделать так, чтобы жителям и гостям республики праздник запомнился надолго. Так, сегодня одним из центральных событий стал салон малой и региональной авиации «Авиарегион-2016». Его республика принимает впервые. Выставка собрала огромное количество зрителей. Очередь в аэропорт растянулась на несколько сотен метров. Причем желающие увидеть наземную экспозицию и авиашоу начали приходить еще в 9 утра. В церемонии открытия приняли участие руководитель региона Сергей Гапликов, министр транспорта России Максим Соколов и президент Авиасоюза Алексей Новиков. Изюминкой официальной части стало поздравление с Днем Республики от космонавтов Международной космической станции. Они вышли на связь прямо с орбиты. Уважаемые жители Республики Коми, поздравляем вас с 95-летием со дня образования Республики. Желаем успеха и процветания Республики Коми. Она удивительно красивая, как и вся наша земля. Знали бы вы, в каких потрясающе красивых, белых, зеленых и синих цветах она предстает с борта космической станции. Именно эти цвета – цвета флага Республики Коми. Сразу после торжественного открытия первые полеты совершили пилотажные группы «Русь» и «Челавия». На одном из штурмовиков Л-39 летал и Сергей Гапликов. В основном на выставке представлены воздушные суда региональной авиакомпании «Коми Авиатранс», Л-410 и «Эмбраеры». Причем у посетителей есть возможность побывать в кабине пилотов, посмотреть, как там все устроено, и пообщаться с асами. Здесь же окрашенные в исторические цвета Ту-134, который уже не летает, он скорее памятник Коми авиации. Еще один интересный экспонат – ремоторизированный Ан-2. Сейчас он называется ТВС-2МС. Самолет прилетел на наш авиасалон из Новосибирска. По словам специалистов, это воздушное судно уникальной конфигурации с санитарным модулем, аналогов которому в России нет. В прошлом году был на московском авиасалоне. Тут, конечно, масштаб другой. Ну, в целом интересно. Ну, просто линейку летательных аппаратов можно было, я думаю, увеличить, по республике собрать. Просто у нас много чего летает другого, разных типов. Можно было сделать побольше. Вот. А так, для детей очень интересно. Они полазали там, сям, посмотрели, потрогали. Отметим, что вход на авиасалон свободный, документы у посетителей не проверяют, но необходимо пройти через рамки металлодетекторов, поэтому горожанам советуют приходить налегке, брать с собой поменьше вещей и сумок. Увидеть выступление пилотажных групп сегодня могли не только посетители авиасалона. В 16 часов авиашоу прошло и в Кировском парке столицы. К началу авиашоу к обоим берегам Сысолы подтянулось большое количество зрителей. Первой над руслом реки появилась группа «Челавия» на белых красавцах итальянских «Текнамах». Это легкие учебно-тренировочные самолеты и выполняют фигуры простого пилотажа. Однако стройность, синхронность и слетанность завораживает зрителя. Кстати, солист группы – девушка. Желание летать, любовь к небу, к самолетам. То же самое, что и мужчин. Никакой разницы нет. Скидки никто не делает на то, что девушки, потому что дело серьезное, и оно требует соответствующего подхода. И хочется сказать, что мы очень рады, что нам удалось сюда прилететь, к вам на праздник. Мы вас поздравляем. Очень веселое, замечательное событие. И обязательно постараемся, чтобы программа была очень красивой и зрелищной. Вслед за белыми гражданскими самолетами «Челавия» в небе над Кировским парком с дымами и включенными фарами появились военные летчики-асы пилотажной группы «Русь». Они порадовали зрителей фирменными фигурами высшего пилотажа и вновь поразили воображение жителей Коми. Нас очень впечатлили черные самолеты своей красивым, когда они делали вот типа фонтанов, у них вот эти вот фонтаны были просто великолепные и замечательные, очень впечатлили. И мы очень рады за профессионализм этих пилотов, потому что мы оценили их уровень. Нам очень понравилось. Мы приехали в республику именно на празднование нашей республики. Очень красиво. Классно просто. Еще раз напомним, что выставка «Авиарегион-2016» будет работать и завтра. Наземная экспозиция откроется в 9 утра. В 11 часов в небе над аэропортом, а в 16 часов в Кировском парке можно будет увидеть летную программу пилотажных групп «Русь» и «Челавия». Организаторы рассчитали лучшие точки просмотра. В выгодном положении окажутся жители местечка Лесозавод и те, кто будет наблюдать за воздушным шоу с улицы Колхозная. Посмотреть на виртуозов после обеда получится у тех, кто окажется в районе улиц Тентюковская, Кирова и Савина. К слову, судя по прогнозу синоптиков, осадки не помешают грандиозному празднику в небе.
Парк автобусов, работающих на газомоторном топливе в Коми, планируют увеличить до 400 единиц. Сейчас экологичный транспорт есть только в Сыктывкаре. Однако государственная транспортная лизинговая компания готова поддержать и дальше этот проект. Об этом сегодня после рабочего совещания заявил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. В Коми он приехал на праздничные мероприятия в честь юбилея республики по приглашению Сергея Гапликова. В ходе встречи стороны посетили авиасалон и совершили облет транспортных объектов. Министр отметил положительные изменения как в плане состояния дорог, так и в развитии авианаправления. Объем перевозок по республике сейчас составляет 420 тысяч человек в год. Действительно важный вид перевозок в труднодоступные, малонаселенные районы. Конечно же, себестоимость этих перевозок достаточно высока, но здесь правительство республики предпринимает необходимые усилия для субсидирования. И сегодня перевозка на авиалиниях Коми, она существенно дешевле, чем на других авиакомпаниях Российской Федерации. И это говорит о том, что руководство уделяет вот этому социальному фактору особое внимание, что, конечно же, очень правильно. Речь шла и о будущем аэропорта в Соколовке. Техническая экспертиза показала, что восстановить большинство объектов невозможно. И, по сути, это новое строительство, для которого потребуется вложение в размере до 20 миллиардов. Необходима глубокая проработка вопроса. Сейчас ведутся поиски инвестора и возможности использования сохранившихся объектов. Но на сегодняшний день, с учетом разных обстоятельств, конечно, за счет федерального бюджета не представляется возможным реализовать этот проект. Значит, мы договорились о том, что максимально все, что будет находиться и в компетенции министерства, и в компетенции региональной власти, будем заниматься вопросом привлечения частных инвестиций, дополнительных возможностей расширения этой базы, с тем, чтобы это была не только социальная, не только государственная ответственность, но и возможность вовлечения это в частно-государственное партнерство. Кроме того, Максим Соколов и Сергей Гапликов обсудили вопросы развития транспортного комплекса в регионе в целом, строительство трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар, субсидирование железнодорожных перевозок, состояние внутренних водных путей и возможность возобновления работы Ухтинского комбината по производству битума. Потенциал всех муниципалитетов Коми и различных предприятий могли оценить посетители выставки достижений народного хозяйства. Она проходила на территории торгового центра «Июнь» и собрала, по подсчетам организаторов, более 50 тысяч человек. 2 дня представители муниципалитетов, предприятий, образовательных и научных учреждений, всего около сотни участников, демонстрировали свои достижения в разных отраслях хозяйства. Сегодня состоялось торжественное закрытие мероприятия и вручение дипломов участникам. Как отмечают представители бизнеса, ВДНХ – это место, где можно не только познакомить потребителя с продуктом, произведенным в Коми, но и наладить контакты в бизнес-сфере, обменяться опытом, решить вопросы взаимодействия с муниципалитетами. Ярмарка дает возможность, люди подходят, люди интересуются, спрашивают, и их не пугает то, что мы находимся в Ильгороде, они наоборот говорят, да, рядом можно приехать. К нам подходил, кстати, один человек, которым подумали сначала, это просто частное лицо, оказалось, что это представитель компании из Ирана, и они занимаются сталелитейным производством. И у них была большая проблема с очисткой воды, сточной воды, которая содержала ионы металла, и в том числе железо, марганец и так далее. И это не позволяло им использовать воду там, в циклах повторно и так далее. И он очень заинтересовался нашим продуктом, поскольку мы ему показали, что наш продукт может решить их проблему. Представители малого бизнеса особо отметили, что место для выставки подобрано удачно. Большой поток посетителей обеспечил многим дополнительные заказы. Повезло с покупателями сегодня и аграриям. Они собрались в Сыктывкаре на большую сельскохозяйственную ярмарку. Свои товары на ней представили около 200 предприятий из 12 регионов страны. Ассортимент оценила Таисия Шляхтина. Горожане, граждане, господа, товарищи, как на одесском приводе, подходим сюда. На праздничной ярмарке «Выбирай наше» сегодня и впрямь как на одесском привозе. Зазывают к своим палаткам кто как может. Торговля кипит. Здесь и местные аграрии, и приезжие умельцы. Самый многочисленный ряд, как обычно, со съестным. Причем покупателям тут торговаться разрешается. Праздник все-таки. Если бы скинули, 90% желаем. Не по карману. Да, не по карману. О, давайте второй подарок. Это хорошая ярмарка. А эта палатка подкупает свежим урожаем. Людмила Изюрова из Карткировского района привезла около 1,5 тонн свежей картошки. Выкопали ее на этой неделе. Всего в год фермер производит порядка 170 тонн картофеля и 40 тонн овощей. Продукцию реализует в основном на ярмарках выходного дня.
День торговый только начался. Сколько сможем продать? Надеемся, продадим все, что привезли. Привезли по максимуму. Ну, в основном тут еще и что? Народу очень много ходит, это идет еще и реклама нашей продукции. Немало на ярмарке производителей из других регионов. Надежда Алексеева привезла мед из Краснодарского края. 30 наименований разделила по полезным свойствам. Мед из акации для зрения, из цветка грецкого ореха для сосудов и сердца. Говорит, южный мед и северный сильно отличаются. Разнообразием отличаются. Все-таки у нас-то зимы все время тепло. Пчела как бы обножку собирает практически круглый год. Просто ассортимент? Конечно. Южный мед богаче ассортимент. Очень много приезжих участников у нас, практически с 20 разных регионов, областей. Местных участников у нас порядка 50 человек, присутствует, экспонентов. По возможности мы сосредоточили их в одном месте, чтобы покупателям было удобнее выбирать нашу продукцию нашу. И также, конечно, можно попробовать и приобрести продукты, товары из других регионов. Организаторы разделили участников по перечню продукции. Продуктовый ряд, ряд с сувенирами и посадочным материалом и ряд с текстилем. Среди прочих выделяется большая палатка одного из крупнейших производителей текстиля в Коми. Предприятие шьет все, что создает уют уже 13 лет. Причем сеть магазинов постоянно расширяется, как, впрочем, и ассортимент. Продавцы говорят, покупателей хватает, но лишний стимул здесь не помешает. При покупке на 2000 будем выдавать призы покупателям. Призы шикарные. Покрывала. Это будут подушки коллекции «Здоровье Севера» и бескаркасные кресла. Большие мячи, интересные вещи для детей. Торговля будет идти на протяжении 2 дней. 22 августа некоторые виды продукции будут представлены в мобильных павильонах на Стефановской площади. Таисия Шляхтина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар. Республика тем временем продолжает получать поздравления с юбилеем. Накануне поздравительную телеграмму от президента России Сергею Гапликову передал полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Как отметил в поздравлении Владимир Путин, цитата, «У республики есть огромный потенциал, но все эти богатства должны служить людям. Для этого надо воплощать инвестиционные проекты в различных сферах, строительной, дорожной, жилищной, но при этом учитывать традиции и самобытность края». Конец цитаты. Важно уделять особое приоритетное внимание сохранению уникальной северной природы, самобытной культуры, обычаев и традиций коренных народов Республики Коми. Желаю вам успехов на благо региона и всей России. Владимир Владимирович Путин. Поздравили жители Коми также бывший полпред президента на Северо-Западе, а ныне глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и патриарх Московский всея Руси Кирилл. Процветания региону и счастья его жителям пожелала и спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Дорогие земляки, я от всей души поздравляю вас с 95-летием Республики Коми. Это действительно народный праздник. Он объединяет всех нас, ведь у нас с вами есть общая черта. Мы любим нашу республику и трудимся ради ее благополучия и процветания. Мы вкладываем в это все свои силы, свое сердце. Юбилей республики – это особая дата. Она связывает ее прошлое, настоящее и будущее. Сегодня мы вспоминаем богатую историю Коми-края, наших выдающихся земляков. Говорим спасибо тем, кто сейчас работает на этой земле. Я благодарю за труд всех депутатов нашей республики, от федерального и республиканского до районного и поселкового уровней. Всех, кто создавал прочную законодательную основу для развития региона и кто совершенствует ее в наши дни. Уважаемые жители, для нас, депутатов, очень важно чувствовать вашу поддержку, ведь именно вы своими советами и предложениями помогаете нам делать так, чтобы каждый закон в полной мере работал для людей. Я благодарю вас за готовность вместе менять жизнь в республике к лучшему. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия вам и вашим семьям. С праздником вас, дорогие земляки!
На этом у нас все. Служба информации телеканала «Юрган» продолжает следить за праздничными мероприятиями. Смотрите специальные выпуски новостей завтра в 12:30, 16:30 и 18:45. Увидимся.